الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Мухтарам джамаат, мы с вами продолжаем изучение акиды имама Тахави в толковании имама Аль-Бабирти. В прошлый раз мы говорили о безвечности Аллаха Тааля и о Его вечности. То есть мы с вами сказали, что у Аллаха Тааля нет начала, Он не родился, не возник, не появился. Точно так же Аллах Тааля вечен, у Него нет конца, Он не умрет, не исчезнет, не будет уничтожен и так далее и тому подобное. Продолжаем, имам Тахави говорит: «Валя якуну илля ма юриду». И не произойдет ничего, кроме того, что Аллаху Тааля пожелает. Здесь имам Тахави нам говорит про еще один сифат, еще один атрибут Аллаха Тааля, атрибут ирада, воля. Воля. И атрибут воля подразумевает, что Аллаху Тааля создает свои творения в том виде, в котором пожелает, в то время, когда Он пожелает, и в том месте, когда Он пожелает. И по поводу этого атрибута в Коране Аллаху Тааля говорит: «А'удзу биллахи минаш шайтанир раджим, яф'алю ма яша». Аллаху Тааля совершает то, что пожелает. В другом аяте: «Инна Аллаха яхкуму ма юрид». Аллаху Тааля вершит то, что пожелает. И еще один аят: «Иннама каулуна ли шейин иза араднаху ан накуль лаху кун фаякун». Аллах Тааля говорит: если мы что-либо пожелаем, вот здесь снова употребляется глагол «желаем», указывающий на этот атрибут, «арада юриду ли шейин иза араднаху». Арадна – это прошедшее время от глагола арада, то есть желать, изъявлять волю. Аллах Тааля говорит: если мы что-либо пожелаем, то говорим «будь», и оно будет. Богословы Ахлю Сунна Аль Джамаа признавали этот атрибут как реальный, как атрибут, который есть у Аллаха Тааля. В отличие от них, му'тазилиты отрицали наличие этого сифата Аллаха Тааля. Они говорили, что ирада – это желание, а желание – это шахва. Шахва – это страсть. У Аллаха Тааля, они говорили, не должно быть страсти, не может быть страсти. По этому поводу мы говорим, что мы подразумеваем в отношении Аллаха Тааля не шахва, а ту волю, посредством которой Аллах Тааля заставляет свои творения появляться в том виде, в котором они появляются, в том месте, в котором они появляются, и в то время, в котором они появляются. И в противном случае, если бы у Аллаха Тааля не было бы воли, то все Его творения могли бы появиться в одном виде, в одном облике, в одном месте и в одно время. Дальше имам Тахави, продолжая, говорит: «Ля таблигуху л-аухам, ва ля тудрикуху л-афхам». Не постигает его воображение вахам, ва ля тудрикуху л-афхам, и Аллаху Тааля невозможно понять своим разумом. И здесь, поясняя, имам Аль-Бабирти говорит: «Аль-вахм куввату юдраку бихаль джуз'ият». То есть вахм – это та сила, которая заложена в человеке, посредством этой силы человек познает частные вещи. «Валь-фахму идраку л-акли лиль-куллият». Что касается понимания, то это сила, заложенная в разуме, благодаря которой человек познает общие вещи. И здесь имеется в виду, что человек не может ни представить Аллаха Тааля, ни познать своим разумом. Почему? Потому что зачастую мы с вами можем представить либо то, что видели,
либо то, что имеет что-то общее с тем, что мы видели. Ну, какой пример можно привести? Сейчас, в принципе, вот эти гаджеты нас уже окружают. Ну, а, например, в советское время в научной фантастике о них только писали, что, мол, в будущем будет то-то, то-то, электронные книги, вот взял, там открыл, какой нужно, и читаешь. Но дело в том, что человек с этим соприкасался. Он держал книгу, и, отталкиваясь от вот этой бумажной книги, у него дальше работает мозг. Он говорит, ага, все-таки, значит, должны появиться такие устройства, с которых можно будет тоже читать книги, но внутри этого устройства будет целая библиотека. В советское время об этом писали в научно-фантастических повестях, романах. Сегодня это и есть, мы этим свободно пользуемся. То есть человек представлял то, с чем он соприкасается. Ну или, например, еще с давних времен люди представляли какие-то летательные аппараты и стремились покорить воздух. Но это было связано тоже с тем, что они соприкасались с чем-то. Они видели птиц, которые летают по воздуху, и у них была мечта. А неплохо бы летать, как птицы. Как это можно сделать? Какие для этого нужны устройства? То есть в любом случае воображение человека с чем-то соприкасалось. То есть скажем, на примере птицы, на образе птицы, дальше работала мысль, которая рисовала полеты человека. Ну и на сегодняшний день мы пользуемся, каких только летательных аппаратов нет. И аэропланы, и обычные самолеты пассажирские, и сверхзвуковые, и военные, и так далее, и тому подобное. И вертолеты в том числе, которые, например, рисовал Леонардо да Винчи. То есть в любом случае было соприкосновение. То, с чем человек вообще не сталкивался, он не в состоянии представить. И поскольку Аллах Та'аля нематериален, его нельзя потрогать, увидеть, то есть познать 5 органами чувств, на вкус, на запах и так далее и тому подобное, то представить Аллаху Та'аля тоже невозможно. Соответственно, что касается разума и понимания, разум обычно воспринимает то, что человек либо ощутил внутри себя какие-то эмоциональные переживания, основываясь на своих внутренних эмоциональных переживаниях, человек может пытаться понять другого, почувствовать то, что он чувствует. И также разум воспринимает то, что нам, или ту информацию, которую нам поставляют 5 органов чувств. То есть это зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. Помимо этого у разума нет других инструментов. Поэтому, поскольку Аллах Та'аля нематериален, поэтому разум тоже его познать не может. Тем более, что вот то, что имам Тахауи здесь говорит, «ля тудрикуху» – не познает. Идрак в арабском языке подразумевает полный охват. Соответственно, полностью охватить Аллаха Та'аля мы не в состоянии. Да, Аллах Та'аля нам сообщает о каких-то своих сифатах, мы их изучаем и узнаем, что наш Создатель, наш Господь милостивый, милосердный, всезнающий, обладающий волей, могуществом и так далее и тому подобное. Но полностью охватить Аллаха Та'аля знанием – это вне способностей, вне рамок нашего разума. Продолжая дальше, имам Тахау говорит, «Валя юшбихухуль анам». Слово «анам» в арабском языке имеет разные смыслы. И здесь имам Баберти приводит, что «анам» – это рух, куллю ди рух, то есть все, что обладает душой. Также «джами' аль-халаик» – все творения. И третий смысл «анам» – это люди.
Соответственно, смысл этой фразы следующий. «Уля юшбихухуль анам» и не похожи на Аллаха Та'аля творения, не похожи на Аллаха Та'аля люди, не похожи на Аллаха Та'аля существа, обладающие душой. Этой фразой имам Тахауи ставит противопоставление нашей акиды Ахлю Сунна валь Джамаа, противопоставляет акиду Ахлю Сунна валь Джамаа, нашу акиду акиде антропоморфистов. То есть в средние века были разные секты антропоморфистов, то есть антропоморфисты – это те люди, которые уподобляли Аллаху Та'аля созданием. Они назывались мушаббиха, муджассима, хашавия и так далее и тому подобное. И вот этой фразой имам Тахауи отрицает подобие, похожесть Аллаху Та'аля на что-либо. Но в частности, поскольку антропоморфисты говорили, что Аллаху Та'аля – это тело, похожее на человека. Поэтому в данном случае мы больше говорим про человека. То есть имам Тахауи говорит, что Аллаху Та'аля на людей не похож, на человека не похож. Также это ответ христианам, когда они говорят Отец, Сын и Святой Дух. То есть это наша позиция, что не похож, не подобен человеку. И подобие, когда мы говорим о подобии, подобие подразумевает разные смыслы. Например, аль-иттихаду бин-нау' подобие в каком-то виде разновидности. Ну, какой пример можно привести? Ну, скажем, мы берем какой-нибудь современный автомобиль Mercedes и берем какой-нибудь Мерседес, один из первых Мерседесов, который выпущен. Они же, по идее, друг на друга не похожи, но все равно они являются подобием, поскольку и этот автомобиль, и они из одного вида автомобилей. Или, например, если мы берем какой-нибудь внедорожник, Land Cruiser, например, и берем наш отечественный, который раньше выпускался, например, АК. Они же друг на друга тоже не похожи, но все равно они относятся к одному виду. И вот это отношение к одному виду тоже является одним из видов подобия. Точно так же Аллаху Та'аля не подобен своим творениям по виду. То есть, если мы относимся к какому-то виду, например, приматов, человек относится, то Аллаху Та'аля ни к какому виду не относится. Убиль-джинси муджанаса. Джинс, здесь пол, можно сказать, или тоже разновидность. Снова для Аллаха Та'аля никакой разновидности нет. Обелькамми мусава, по количеству, по объему равенства. Тоже мы Аллаху Та'аля ни объем, ни количество приписывать не можем. Обелькейфи мушабаха, похожесть. То есть то же самое, Аллаху Та'аля ни на что не похож. وبالمباهاة كاتحاد زيد وعمر في بنوة بكر. Мубаха – соответствие друг другу в каком-либо статусе. И здесь приводится пример. Например, Зайд и Амр оба являются сыновьями Бакра. То есть они одинаковы в своем отношении к чему-либо. То же самое Аллаху Та'аля ни к чему не относится. Офишекль – вид, разновидность, образ. У Аллаха Та'аля образа нет. Обиль-вада'и, то есть состояние. Своим состоянием Аллах Та'аля тоже ни на кого, ни на что не похож. Ну и также еще один вид подобия есть мутабака, когда соответствует что-то чему-то. Но здесь вот приводится пример в книге, как буква Та соединяется с буквой Син, то есть их концы друг к другу подходят. То есть конец буквы Та подходит к началу буквы Син, и они друг с другом соединяются. Вот соответствие. Или, скажем, мы говорим про часовой механизм. В часовом механизме много шестеренок, и они друг к другу подходят, соответствуют. Что касается Аллаха Та'аля, то для него такого соответствия нет. Он ничему не соответствует в этом мире.
То есть вот эти все виды подобия в отношении Аллаха Тааля мы отрицаем. Мы говорим, что Аллах Тааля абсолютно уникален во всем. И в своей сущности, и в сифатах, и в своих действиях. Продолжая, имам Тахави говорит: «Вахуа хайюн ля ямут». Он живой, не умирающий. В Коране по этому поводу сказано: «А'удзу биллахи минаш шайтанир раджим. Аллаху аллази джа'аля лакум аль-арда қарара вас-самаа бина'a ва савваракум фи ахсани суваракум ва разақакум минат таййибати. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو». То есть смысл: Аллаху аллази джа'аля лакум аль-арда қарара. Аллах, Он тот, который сделал для вас землю спокойной, ровной, подходящей для жизни. «Вас-самаа бина'a». И установил небеса в качестве строения. «Васавваракум фи ахсани суваракум». Он придал вам образ и сделал ваш образ прекрасным. «Варазакакум минат таййибати». И дает вам пропитание из самых лучших разновидностей пищи. «Заликум Аллаху раббукум». Это и есть ваш Господь, Аллах. «Фатабарак Аллаху раббуль аламин». Да возвысится превелик Аллаху Тааля, Господь миров. «Хуаль хайю». Он живой. «Ля иляха илляху». Нет божества, кроме Него. Соответственно, если мы начинаем разбирать этот далиль, то Аллаху Тааля с самого начала приводит далили в отношении своего качества жизни. Аллаху аллази джа'аля лакум аль-арда қарара. То есть, поскольку Аллах Тааля живой, Он создал. Почему? Потому что неживое же не может создавать. Скажем, камень лежит, от камня же ничего не происходит. Ну или, скажем, вот минбар. Он же ничего не производит, он просто стоит. Соответственно, поскольку идут процессы творения, это указывает на то, что источник процессов творения должен быть живым. «Вас-самаа бина'a». То же самое. И возвел свод небес. «Васавваракум фи ахсани суваракум». Он придал вам красивый облик. Дальше упоминается то, что является средством жизни. «Варазақакум минат таййибат». То есть Он пропитает вас, дает пропитание, которое поддерживает вашу жизнь. «Заликум Аллаху раббукум фатабарак Аллаху раббуль аламин». Об этом мы сказали. И уже делая итог, подводя итог, Аллах Тааля говорит: «Хуаль хай». Он живой. То есть только живой способен на все вот это вышеперечисленное. Но вы можете задать вопрос: но мы же тоже живые. Чем же наша жизнь отличается от жизни Аллаха Тааля? А дело в том, что жизнь Аллаха Тааля абсолютно, независимо от чего-либо, а наша жизнь привязана к воле Аллаха Тааля. То есть никто не может оказать влияние на жизнь Аллаха Тааля. И никто не является причиной жизни Аллаха Тааля. Что касается нас, то в нашей жизни есть причина, это Аллах Тааля. И наша жизнь привязана к Его воле. Вот в этом и отличие. И отличие кардинальное. Помимо Его воли мы не можем обладать атрибутом жизни, мы не будем живыми. Аллаху Тааля, помимо нашей воли, помимо воли чего-либо, Он всегда был, есть и будет живым, и ничто не может изменить. Нашу жизнь изменить могут. То есть Аллаху Тааля по своему желанию, когда приходит время, забирает нашу душу, жизнь кончилась, все. Что касается Аллаха Тааля, то для Него такого нет. Он живой, вечно сущий. Дальше, продолжая, имам Тахави говорит: «Кайюмун ля янам». Кайюм имеет различные смыслы. Один из смыслов – «Хуа кайюмун аля кулли нафсин бима касабат». Он контролирует
каждую душу вместе с тем, что она приобретает, вместе с теми деяниями, которые она творит. Ну и, соответственно, он является источником вот этого всего. وَقِيلَ هُوَ الْحَافِظ. Другое значение каюм, он оберегающий. وَقِيلَ الْقَائِمُ بِتَدْبِيرِ أَمْرِ الْخَلْقِ. Следующий смысл. Каюм. Аллаху Тааля обеспечивает существование своих творений. То есть он, во-первых, их создает, а во-вторых, он обеспечивает их всем необходимым для жизни. Пространство ли, объем ли, воздух ли, питание ли, всем обеспечивает Аллах Тааля. И вот наиболее полный смысл, 4. «Уакиля аль-каиму бидатихи аль-мукиму ли гайрихи». Вот это более полный смысл. То есть аль-каиму бидати, каюм подразумевает аль-каиму бидати. Аллах Тааля существует сам по себе, независимо от кого-либо. И в то же время мукиму ли гайрихи, он обеспечивает существование всего, что есть в этом мире. То есть даже камень не может существовать без Аллаха Тааля. Ему нужен объем. Нужно, чтобы в этом камне все молекулы, атомы и молекулы держались вместе. В противном случае он распадется. То есть даже камень нуждается для своего существования нуждается в Создателе. Тем более живые существа, скажем, человек. Первое, самое важное, в чем он нуждается, это объем, поскольку мы живем в трехмерном мире. После объема и того тела, которое у нас есть, живой организм в первую очередь нуждается в воздухе. 7 минут и дальше уже начинаются необратимые процессы в мозгу. Дальше второе, в чем нуждается живой организм, это вода. Без воды 3 суток примерно. Четвертое, в чем нуждается живой организм, это питание. Месяц, 40 дней без пищи, потом гибель. Дальше мы нуждаемся и в комфортной температуре, и в помещении, и в одежде, и так далее и тому подобное. И всем этим Аллаху Тааля нас обеспечивает. Если в средние века человек охотился на животных, там шкуры были, как-то перерабатывал растения, на сегодняшний день открыты разные химические технологии изготовления той же самой одежды, и пищи в том числе, и так далее и тому подобное. И все это от Аллаха Тааля. Даже, скажем, та же самая ядерная энергия. Ведь Аллаху Тааля ее раньше не открыл, скажем, во время Архимеда или во время Ньютона. Срок ее подоспел именно в 20 веке. Сейчас мы пользуемся этим благом, она освещает наши дома, согревает нас и так далее и тому подобное. Это тоже Аллах Тааля для нас устроил. Та же самая нефть, которую мы добываем. Для того, чтобы нам было комфортно перемещаться из одной точки в другую, из пункта А в пункт Б, как говорят, с разными скоростями, на автомобиле, на самолете и так далее и тому подобное. Это тоже Аллах Тааля обустроил землю таким образом. Мы на вопросы попозже ответим, верно? И так далее и тому подобное. Ля янам, то есть Аллах Тааля не спит. Для нас сон, с одной стороны, является благом. Почему? Потому что мы устаем, наш организм изнашивается, в нем накапливаются какие-то, скажем, вещества, негативно влияющие на нас. И когда мы спим, мы, во-первых, отдыхаем, избавляемся от этих веществ, которые плохо влияют на наш организм и так далее и тому подобное. С одной стороны, это для нас благо. Но если посмотреть в целом, то во время сна что происходит с человеком? Человек теряет контроль. Контроль не только над тем, что его окружает,
но даже контроль над своим организмом. По фикху, поэтому мы знаем, что если человек уснул, тахарат испортился. В связи с чем? Потому что нет контроля. То есть отсутствие контроля, сон – это отсутствие контроля – это изъян. У Аллаха Та'аля никаких изъянов быть не может. Если вы, представьте, что Аллах Та'аля заснул, как мир будет существовать, как Вселенная будет существовать? Это абсурд. Поэтому ля янам, и мы это знаем, мы фактически как минимум 5 раз в день после каждого намаза эти аяты читаем. А'удзу биллахи минаш шайтанир раджим. Аллаху ла иляха илля хуаль хайюль кайюм, ла та'худуху синату ва ла наум. Не берет его ни сон, ни дремота. Халикун биля хаджа. Он творец без нужды. Это тоже очень важно. Почему? Потому что если мы возьмем любой предмет, который произвел человек, то этот предмет является результатом нужды. Скажем, стул. Зачем человек стул производит? Потому что на нем сидеть удобно. Автомобили. Зачем мы их производим? Потому что удобно быстро перемещаться из одной точки в другую, чем пешком идти. Скажем, пищу, продукты почему мы производим? Да потому что мы без этого жить не можем. Организм без пищи погибнет, мы с вами отметили уже это. Телефон зачем? Потому что он нам дает возможность друг с другом мгновенно почти связываться. То есть во всем этом мы нуждаемся. Либо сильнее, либо послабее нуждаемся. Но в любом случае это наша потребность. На этом как раз и основан закон рынка. То есть нужно удовлетворить потребность. Если ты эту потребность угадал, вовремя правильно удовлетворил, то ты преуспеваешь, ты обогащаешься. Если не попал, значит, что поделаешь. Что касается Аллаха Та'аля, то для него нет понятия потребность, поэтому он создатель без потребности. Несмотря на то, что Аллах Та'аля нас создал и создал эту вселенную, Аллах Та'аля ни в чем в этом не нуждается. Даже если бы Аллах Та'аля этот мир не создал, эту вселенную, нашу солнечную систему, людей, Аллах Та'аля ничего не потерял бы. И создав нас и все, что нас окружает, Аллах Та'аля ничего не приобрел. Да, в одном из аятов сказано, «А'удзу биллахи минаш шайтанир раджим», «Вама халактуль джинна валь инса илля лиябудун». Я создал людей и джиннов только для поклонения. Но Аллах Та'аля в этом поклонении не нуждается. Суть этого аята немножко другая. Я создал джиннов и людей для того, чтобы повелеть им поклоняться мне. То есть в создании Аллаха Та'аля мы не можем выявить причинно-следственной связи. То есть если мы можем задать человеку вопрос, зачем тебе нужен микрофон, почему ты его производишь? А он помогает мне охватывать информацией большее количество народа и позволяет, не кричать, если мы говорим просто. То нельзя сказать, что Аллах Та'аля создал мир, потому что люди, джинны ему поклоняются, Аллах Та'аля нуждается в этом поклонении. Нет, это неправильное понимание. Когда мы задаем вопрос, почему Аллах Та'аля создал все сущее, то со стороны Аллаха Та'аля нет ответа. Его творение не обусловлено причиной. Ну а со своей стороны мы можем искать мудрости, что это проявление каких-то сифатов Аллаха Та'аля и так далее и тому подобное. Разикун биля мауна. Пропитающий без затруднений. То есть, чтобы давать нам пропитание, для Аллаха Та'аля никаких затруднений, никаких сложностей нет. Если мы, чтобы добыть себе, грубо говоря, кусок пищи, мы прилагаем
очень большие усилия. Ну, если мы берем технологический процесс сельского хозяйства, весной землю нужно обработать, посеять туда или посадить, соответствующим образом ухаживать, поливать, удобрять, осенью собрать, и еще не факт, что продукт готов к употреблению. Может, его еще нужно как-то обрабатывать. Соответственно, это затраты физической силы, это денежные затраты финансовые, это затраты ГСМ, это затраты времени и так далее и тому подобное. Что касается Аллаха Тааля, то для Аллаха Тааля нет никаких затрат. То есть вот совокупность всего, что мы перечислили в технологическом процессе, называется себестоимостью продукта. В творении Аллаха Тааля себестоимость нулевая. Кун фаякун. Будь, и оно сразу появляется. То есть Аллах Тааля ни в тракторах, ни в чем, ни в удобрении не нуждается. Будь, и оно будет. И могущество Аллаха Тааля настолько велико, что в отличие от нас, Аллах Тааля сразу может создать готовый продукт. И тому есть пример. Когда ученики Исы, алейхиссалям, попросили чуда, стол, накрытый явствами, и по просьбе Исы, алейхиссалям, когда он сделал дуа, перед ними этот стол появился. Кто жарил рыбу, которая на этом столе? Кто пек лепешки, которые на этом столе? Кто выращивал яблоки? Да никто не выращивал. Аллах Тааля в этом всем таком долгом процессе не нуждается. Аллаху Тааля, его могущество безгранично. Он прямо в этом виде может нам это все ниспослать. Мумитун биля махафа. Аллаху Тааля умерщвляющий без страха. Если один человек в этом мире убивает другого, то для него есть опасения. Первое опасение, что он получит возмездие в этом мире. Второе опасение, что он получит возмездие в судный день. Поскольку Аллах Тааля хозяин всего сущего. Кого, когда пожелает, создает, и когда пожелает, уничтожает, когда пожелает, вдувает душу, когда пожелает, забирает ее, и с него нет спроса. Аллаху Тааля не спрашивается о том, что он делает, а люди будут спрошены. Ба'ithun биля машакка. Оживляющий без затруднений, оживляющий без сложностей. Даже для того, чтобы оживить нас в судный день, для Аллаха Тааля нет никаких трудностей. В суре Ясин по этому поводу Аллах Тааля говорит: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. Смысл этих аятов следующий. Разве человек не видит, что мы создали его из капли? И вот он, наш явный враг. Он приводит нам пример, забывая свое творение, и спрашивает, кто воскресит кости, которые истлели? «Коль юхияха аллади» ответь, оживит их тот, кто создал в первый раз, и он о всяком творении знающий, сведущий. Эти аяты или истории их ниспослания связаны с одним из язычников, который, в одних тафсирах приводится, что это Валид ибн Мугира. Этот язычник пришел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, принес с собой старую кость, ее в руке растер, превратил в пыль, дунул в лицо пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал: «О Мухаммад, и ты утверждаешь, что эти кости будут воскрешены?»
И Аллах Та'аля научил пророка, саллаллаху алейхи вассалям, как ответить. Мы этот ответ зачитали. То есть тот, кто создал в первый раз, способен возродить эти кости в судный день. И логика здесь простая. Если, скажем, мы с вами взяли какие-то инструменты, скажем, пилу, рубанок, дерево взяли, выпилили, выстрогали, сколотили табуретку. Вторую такую табуретку сможем сделать? Сможем. Для нас это будет даже легче, поскольку мы, производя один и тот же товар, один и тот же продукт, мы приобретаем навык. Что касается Аллаха, то для него нет понятия легче, сложнее. И первое творение, и воскрешение в судный день для Аллаха Та'аля одинаковы. Поэтому ба'исан биля машакка. Аллах Та'аля создатель без какого-либо затруднения.